Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». 1918 год, в сентябре родился Лутфулла в семье многодетной, он был самым младшим. В семье родился очень бедная семья. И так случилось, что вот в гражданскую войну отца забирают на фронт, он там погибает от цепного тифа, и мать остается одна с 4 мальчиками. Из них, как я уже сказала, Лутфулла был самый младший. В 1926 году, да, понятно, что это самые голодные годы, вот его раннее детство приходится на голод в Поволжье, на разруху после гражданской войны и революции. Тем не менее, вот до 1926 года они как-то все-таки проживают в своей деревне, и умирает, к сожалению, его мать. Ему всего 9 лет, когда он остается сиротой и остается на попечении своего одного из старших братьев Абдуллы, который уже был женат, уже имел семью. Но понятно, что лишний род, лишняя, как бы, так сказать, обуза пришлась на плечи старшего брата. И, наверное, Лутфулла себя считал каким-то лишним, так сказать, ртом в этой семье. И поэтому страшно стремился, конечно, к самостоятельности, к самостоятельной жизни. Но вот вообще он действительно самостоятельность проявил очень рано. Он вообще и очень любил рисовать, как вспоминали его односельчане. Он рисовал везде, тоже как вот, собственно, да, как мы знаем из биографии разных других художников. И рисовал, и еще и писал. Вот что самое интересное, что у него проявился очень рано и литературный дар. И вообще у него тяга была и к русскому языку, и вообще это была татарская мишарская деревня, у него был такой мишарский татарский язык, но он очень хорошо стал овладевать русским языком, читая взахлеб, просто читал в сельской библиотеке все книги, все газеты, журналы, периодику. И вот совершенно случайно, вот еще где-то в 12-13-летнем возрасте, он случайно натыкается вот в своей сельской библиотеке на газету «Яш Ленинщин». Это казанская газета, которая «Юный ленинец», в которой печатались, оказывается, вот рассказы, рисунки, тоже детские. Там была рубрика детских рассказов и рисунков. И он решает связаться с этой газетой, посылает туда свои рассказы, которые сам же иллюстрирует, и, в общем-то, его печатают, и достаточно много. Таким образом, вот эта связь с Казанью, она образовалась уже тогда. И в 13 лет, да, он связывается, значит, видимо, именно через страницы этой газеты он узнает о знаменитой школе номер 13, которая находилась в Татарской Слободе, в Старо-Татарской Слободе, в которой уже тогда и учились, и преподавали очень известные люди, например, Хади Такташ там вел литературный кружок, Хасан Туфан там тоже нередко выступал. И они привлекали очень многих. Вообще, это был такой центр татарской культуры. Вот, к слову, скажу, что мой дедушка, который закончил медресе Мухаммадия, он тоже преподавал в этой школе, был учителем начальных классов. Вот я, наверное, хочу так вот приятно мне осознавать, что, наверное, Лутфулла Фатах, Харис Якупов, возможно, вот, наверное, встречались, конечно, он встречался с этими учениками, мой дед. Но, тем не менее, вот, школа была действительно знаменита, и Лутфулла Фатах настолько, видимо, все-таки вот судьба его приучила быть самостоятельным, что он пишет письмо и директору школы, и спрашивает, нельзя ли ему прийти учиться сюда, в Казань, потому что у него было великое стремление и либо пойти по литературной стезе, потому что действительно он хорошо писал, либо, конечно, вот по художественной, по стезе художника. Ему отвечают, конечно, приезжай, приезжай, мы тебя примем. И принимается решение Лутфуллой идти в Казань, потому что понятно, что ехать было не на чем, не на что. И он просто буквально, да, его очень вдохновил пример Михаила Ломоносова, который пешком пришел из Холмогор в Москву в свое время, да, тоже за знаниями, за учебой. И он, вдохновившись вот и этим примером тоже из русской истории, он решает идти пешком. Действительно идет пешком. Его путь занял, ну, не говорится сколько, но, наверное, в районе месяца, да, он примерно шел. Везде он как-то, его, конечно же, жалели, принимали везде. Это был 31 год. 31 год, конечно, сельские люди вообще всегда очень
душевное, радушное, и, конечно, его всегда принимали, давали переночевать, возможность кормили по возможности. И вот таким образом, избираясь от села к селу, от деревни к деревне, Лутфулла дошел до Казани и прямиком пришел в школу 13. Она находилась на улице, сейчас не припомню, там то ли Фаткулина, то ли Азимовская, да. В общем, это примерно, вот сейчас, где Азимовская мечеть, да, наверное, там примерно. Там находилась она в старинном красивом здании. Его приняли в эту школу, но жить было поскольку негде, он остался прямо жить в самой школе. Ну и знакомиться, естественно, с ребятами, с учениками, очень общительный, очень коммуникабельный, внешне такой очень высокий, стройный парнишка, так сказать, переходного возраста, да, 13-летний парнишка. И с Харисом Якуповым они, естественно, там знакомятся. Харис на год его помладше, ну, может быть, там на полгода, если по месяцам, да, считать. И Харис рассказывает об этом мальчике у себя в семье. И его мама, когда-то тоже сама сирота, зная, что такое сиротская доля, круглая сирота Лутфулла, она говорит: приведи этого мальчика к нам. У самих многодетная семья, 6 человек. У Хариса было 5 братьев и сестер. И он становится входит в их семью. То есть просто они его приветили, и фактически он вошел в их семью, стал членом их семьи, потому что в то время было все это проще, так сказать. Да, просто стал жить у них и фактически стал еще одним ребенком их семьи. И наравне со всеми родными детьми также воспитывался, ходил в школу, учил уроки, его кормили, поили, одевали. И фактически все стали братьями и сестрами. И вот так шли вот эти ранние годы. Вот эта фотография, она тоже уникальная. Ее нам предоставил Фарид Харисович Якупов. Замечательная фотография, 1938 год. Ну, так обозначил Фарид Харисович. Но почему-то мне кажется, что немножечко здесь, может быть, даже чуть раньше. Это все-таки не 1938, может быть, 1936 год. Потому что здесь еще они совсем юные. Мне кажется, лет по 15-16 им здесь, да, по возрасту. Как раз это то время, когда, да, учеба началась очень интенсивно, очень хорошо, он с удовольствием учился, прекрасный был почерк. Вот мы дальше увидим его автограф, у него действительно очень красивый почерк, он там, вот увидим его заявление на принятие в Союз. Прекрасно владел русским языком, уже хорошо говорил, потому что читал очень много литературы. И, в общем, они очень увлеченно и учатся, и, самое главное, посещают, у них проводились уроки ИЗО в школе, вел художник Свигурзин. Вот такой замечательный тоже художник, который жил в Старой Татарской Слободе. Кстати, потом он подвергся репрессиям, к сожалению. В общем, достаточно судьба была драматическая у Свигурзина. Какое-то время им достаточно этих уроков. Потом они уже становятся им, естественно, развиваясь все больше и больше, хочется развиваться дальше. Они начинают посещать Дом культуры, который находился на улице Профсоюзной. И вот там начинают проводиться конкурсы детских рисунков, активно участвуют во всех конкурсах. И вот был такой знаменитый у них уж конкурс. И вот есть такой тоже в нашем архиве, это уникальный документ, аттестат, который, в общем, если так... В общем, аттестат как раз о том, когда о завоевании вот этой именно первой категории, так значится в документе, Лутфуллой Фаттаховым, и о награждении им вот премировании красками и альбомом. И еще, как вспоминал Харис Абдрахманович, еще и литературой по искусству. То есть завоевывают, и Харис, кстати, то же самое, они завоевали вот такие премиальные места. Но такие конкурсы проводились неоднократно, и в 1935 году они поступают в Казанское, тогда еще, наверное, не Казанское художественное училище, а художественный техникум Казанский, театральный техникум, просто художественный техникум, и становятся студентами. Очень много, конечно, тоже занимаются совершенно самозабвенно. В то время вообще какая-то молодежь была... Наверное, тоже это время, такая эпоха была, что вот это стремление, во-первых, революция, голод, гражданская война, годы становления, НЭПа, там, страшнейшие годы на самом деле, да. Понятно, молодость, юность, желание жить, стремиться, так сказать, к
лучшим к победам на том поприще, которое они избрали. Самозабвенно совершенно учатся, вот, набираются знаний. И, конечно, для них были очень значимыми и преподаватели, педагоги, которые в то время обучали их. Тогда появилась в Казани плеяда выпускников Академии художеств. В то время это назывался Институт пролетарских искусств в Ленинграде. Это целая плеяда художников, которые сюда приехали. Ну, во-первых, это были вот Садри Ахун, о котором мы говорили на предыдущей лекции, и Константин Счастьев. Это были два скульптора, которые закончили этот институт, но они пришли преподавать, к сожалению, в нашем училище скульптуры не было как предмета, но они, естественно, владели и такими предметами, как рисунок, как живопись, как лепка, как композиция. И вот уроки они проводили в том числе тоже были преподаватели. Затем приехали такие художники, как раз это вот все, вот эта плеяда, это начало 30-х годов, как Наиль Валиуллин. Валиуллин был их самым главным педагогом по живописи. Они вот, конечно, больше всего помнили его, но вот я когда с Харисом Абдрахмановичем общалась, как раз мне важно было расспросить его, поскольку я занималась скульптурой, вот как Счастьев был, каким педагогом. Он рассказывал о нем в самых превосходных степенях, о Счастьеве. И вообще вот эта плеяда учителей, которые приехали, они сами были еще очень молоды, им было, наверное, педагогам там 30, около 30, чуть за. То есть тоже были полны силы, энергии и желания вообще вот привнести вот эту столичную школу, фундаментальную, да, классическую школу в Казань, потому что тогда все-таки с состоянием живописи было достаточно слабоватая была живопись в то время. Уже были утеряны некоторые традиции школы, к сожалению, нашей Казанской художественной школы. Поэтому вот это велико было желание привнести для казанских студентов в художественное училище вот эти традиции. И поэтому вот что касается именно Счастьева, но я думаю, что это касалось всех, и Валиуллина в том числе, они привнесли сюда дух вот этой столичной школы, а в то время Институт пролетарских искусств – это преемник Фхутеина, Фхутемаса. И, конечно, они прежде всего стремились, вообще в то время столичная молодежь художественная жила настроениями и эстетикой импрессионизма, постимпрессионизма и, конечно, вот этих музеев изящных искусств, который был в Москве. Это, конечно, музей новой живописной культуры, который тоже повсеместно хотели, музеи, которые повсеместно хотели открывать, но, к сожалению, они в итоге все-таки свернулись. Да? То есть это та авангардная живопись, которая буквально, вот, пропитаны ею были буквально вся художественная, так сказать, весь художественный слой многих городов, и Казани в том числе. И, конечно, вот дух вот этого французского искусства и русского в том числе, он был привнесен этими педагогами, Счастьевым в том числе и Валиуллиным, потому что именно вот об этом рассказывал Харис Абдрахманович мне нашей вот с ним. К сожалению, это была последняя наша с ним встреча, наверное, за 2 или 3 месяца до его ухода из жизни, но он рассказывал буквально, вот горел этими воспоминаниями, все прекрасно помнил, и говорил, что педагоги ставили им такие совершенно необычные натюрморты, когда именно вот важно было показать и передать уже, да, студенты должны были передать различность фактур, да, вот, допустим, лакированное пианино на фоне там фарфоровая чашка, металлический нож, яблоко и так далее. То есть вот эта разность фактур, разность, так сказать, материалов, она важна была в передаче и цветовой, и тоновой для студентов. Поэтому, конечно, вот эти абсолютно такие новые веяния, они питали студентов, питали нашу художественную культуру в будущем, которую потом воплотили, конечно же, и Харис Абдрахманович, и Лутфулла Фаттах. Вот эта фотография уже буквально перед уходом на фронт. Вообще в 1939 году начинается Вторая мировая война. Открывается Северный фронт, на севере, да, финская война. И буквально вот в 1940 году ребята только заканчивают, они на последнем курсе, на последнем 5-м курсе заканчивают училище, но пишут дипломные работы, но еще как таковой защиты дипломов у них еще не было.
Тем не менее идут военкоматы, один, другой, третий раз, и в итоге все-таки их отправляют на фронт добровольцами. И Лутфулла, и Харис уходят в 1940 году, покидают Казань и уходят на фронт. Годы войны, в общем, сложились у всех по-своему. Если для Хариса Абдрахмановича счастье его, что сложилось достаточно благополучно для него военные годины, потому что он всю войну прошел, встретил ее в 1945 году, встретил победу в 1945 году в Праге, практически не был ранен серьезно, это было большое счастье, остался жив, то для Лутфуллы Фаттахова это были страшные годы. Он попадает буквально с первых... Во-первых, да, он попадает в стрелковый полк имени татарского ЦИКа, Татарского Центрального исполнительного комитета. Это вообще в 30-е годы формировались вообще по национальному признаку тоже дивизии. Но, видимо, так легче было и управлять, потому что очень еще языковые были проблемы для этого. Поэтому вот татарская дивизия была сформирована еще в 30-е годы. Вот именно в эту дивизию попадает Лутфулла Фаттахов. И именно эта дивизия оказывается на переднем крае в Белоруссии, когда вторгается 22 июня фашистская Германия. Сам Лутфулла Фаттахов вспоминал так, что да, канун 21 июня, все было прекрасно, хотя они уже были, так сказать, угроза войны, она витала, конечно. Она витала в воздухе, но все надеялись до последнего, что все-таки ее не случится, потому что был все-таки факт между Германией и Россией, а не нападение и так далее. Но, тем не менее, все случилось, что случилось. И именно вот их дивизия, одна из тех, которые приняли вот на переднем крае первый бой. И буквально в первые же дни войны Лутфулла Фаттахов попадает в плен. Он был контужен, несколько месяцев он не мог ни слышать, ни говорить, практически не видеть. У него была страшная совершенно контузия, ранение. И вот начинаются страшные годы плена, из которых он, конечно, три раза он пытался бежать, они все оказывались неудачными, эти попытки побега. А после каждого побега условия ужесточались и ужесточались. Естественно, это была и моральная, и физическая совершенно невероятная, тяжелейшая жизнь, о которой, в общем-то, он не хотел никогда и вспоминать. Но, да, и последний побег весной 45-го, уже перед самым окончанием войны, он оказался удачным. Он бежал вместе с несколькими своими, так сказать, сокамерниками или теми, кто с ним рядом, да, был в плену. Получилось так, что они ехали в железнодорожном вагоне, в общем, они как-то сумели выломать вот эти нижние половые доски, и буквально спустившись, вот залегли между рельсами, поезд ушел, и, в общем, сумели они бежать, перешли границу, оказались во Франции и попали в ряды сопротивления. Конечно, подвергается любой пленный, побывавший в плену, подвергался страшнейшей и чистке, и проверке, и отсидке в лагерях. Конечно, какие-то вот эти... Нет подробностей, к сожалению, этих воспоминаний. Вот, к сожалению, мы подробностями не владеем, как именно, что именно прошел. Но все-таки где-то к лету, уже после того, как победа произошла 9 января, где-то к концу лета, к концу, может быть, даже к началу осени, все-таки выпускают, видимо, вот после вот этой определенных, так сказать, процедур, которые прошел пленный, Лутфуллу Фаттахова выпускают более-менее уже в свободную, так сказать, жизнь, но он остается, естественно, военнослужащим, он рядовым его зачисляют, и он служит в Будапеште и в Австрии, в Вене и в Будапеште. И вот эти рисунки, которые сейчас перед вами, это подлинные рисунки, которые он сделал вот в таком альбоме. Видите, они вырваны из альбома, вернее, из блокнота. Он зарисовывал вот различные вот эти сценки и совершенно подлинные вещи, которые вот он затем привез из Будапешта. А вот эти рисунки, они были тоже сделаны в 1945 году, это уже вот рисунки карандашом. В основном он зарисовывал своих сослуживцев, однополчан, с которыми служил, и вот такой разбитый стервятник.
К сожалению, очень мало рисунков сохранилось со времен Великой Отечественной войны именно Лутфуллы Фатахова. Но это можно и понимать. И вот эти страшные годы войны проходят, он не знает, когда его вообще демобилизуют и вообще, когда он сумеет вырваться в Казань. Первое письмо от него приходит в конце 45-го года в Казань. Вообще до этого все думали с 41 по 45 ни одной весточки от него не было. Его считали уже погибшим здесь, в Казани, потому что все горевали, все плакали, потому что ничего нет. И да, все знали, что эта дивизия разгромлена. Да, нужно сказать, что вот ее разгромили в первые дни войны, и она исчезла, и она оказалась расформирована, эта дивизия. Все, никаких остатков от нее не осталось. И вот одно из писем, которое он пишет, 2 февраля 1946 год, Будапешт. Он пишет Харису, уже у них наладилась связь, переписка. Он пишет, видимо, уже близилась демобилизация, он все-таки чувствовал, что это скоро случится, возможно, да? Вот он пишет: знаешь, Харис, я очень-очень рад, что есть люди, которые меня не только помнят, но и, входя в мое положение, учитывая мою бессемейственность, пишут мне, чтобы я приехал непременно к ним. Я имею в виду вас. Я безгранично благодарен как тебе, так и твоим родным, что все вы приглашаете меня после демобилизации к вам. Большое огромное вам спасибо. Только видишь ли, Харис, смогу ли я сразу после прибытия в Казань встать на ноги и начать жить без чьей-либо материальной помощи? Ты, я думаю, что меня понимаешь. У меня думы такие. Приехать-то я приеду к вам, но чтобы не стать тяжелым балластом на вашу семью. Я знаю, семья у вас не маленькая, и не будет ли тяжелым бременем для вашей прекрасной добродушной семьи? Вот в чем вопрос. И какова жизнь в Казани? А пишет, что он может уехать в Среднюю Азию, потому что там он сразу найдет работу. А здесь он боится, что он пишет, что, между прочим, скажу о своем художестве. Несмотря на большие невзгоды войны, я, как мне кажется, не очень отстала от своей профессии. Но знаешь, Харис, как мне не хочется ходить по учреждениям и предлагать им свою халтуру, как это делали мы, будучи студентами. Я, кажется, сумею быть неплохим руководителем юных художников, но очень трудно будет для моего самолюбия брать заказы лозунгов, чтобы пробиваться сквозь послевоенные трудности. Теперь, мне кажется, в Казани их немало. Однако интересуюсь, Харис, что же ты сейчас делаешь? А неплохо бы нам с тобой еще годик поучиться, поработать над собой и написать дипломы. Но знаешь, это видно будет. Но пока слышно о том, что в недалеком будущем будет демобилизация, и я, конечно, без всяких задних мыслей приеду к вам, а там обсудим, как нам быть, и сообща найдем, где наше место. Однако, говоря «наше место», я имею в виду тебя, Усмана, Бекчентая и себя, это его друзья. И я даже не думаю, где бы я был один без вас. Постарайся наладить связь с Усманом и Бекчентаем. Дай Бог нам, чтобы мы по случаю моего приезда сидели у тебя в полном составе друзей. Итак, до свидания, дорогой друг. Это письмо приводит Фарида, дочь Лутфуллы, даже сама растрогалась. Да, и вот, да, приезжает в Казань, конечно, к Харису в семью. Уже в 1948 году он подает заявление на прием в Союз. Видите, как кратко, прекрасный почерк. И вот его краткая автобиография. Да, он начинает работать в стат-художнике сразу, начинает работать в стат-издательстве, в татарском книжном издательстве. Его привлекают к работе над журнале «Чиян». И вот его заявление, 1948 год, прям подлинное заявление, оно тоже в нашем архиве. В общем, вот такое замечательное, все очень коротко, кратко. И совсем мало произведений, да, которые он тут перечисляет. Это «День Победы в деревне», песня о родине, самое главное, и «Толя». Собственно, практически мало иллюстраций к сказкам, да. И это все, что он тогда на тот момент сделал. Ну и вот свою автобиографию, я думаю, вы успели, да, почитать? Да, вот. А, вот еще в 1947 году, да, учился уже вот во всяком художнике у Иогансона, они вместе с Харисом Абдрахмановичем. 27 апреля 1948 год. И вот, конечно, придя снова в дом Хариса Абдрахмановича, а там его 6 лет нет в Казани, не было в Казани. На 10 лет его моложе была сестренка Хариса Абдрахмановича Суфия, а тут эта прекрасная молодая девушка, очарован, влюблен. И, по-моему, в 50-м году они поженились. А здесь они вот вместе встречались,
конечно же. Но Суфия, конечно, была озадачена, как пишет вот их дочь Фарида в своих воспоминаниях об отце. Она была озадачена, потому что она его как-то воспринимала как брата, потому что ну, вот, жили же с детства все вместе. И сначала даже ей было сложно представить его в качестве мужа, но тем не менее тоже появилось и ее ответное чувство. В общем, они поженились, у них создалась великолепная, прекрасная семья. Вот так вот они молодые, прекрасные, после войны, все вот вместе встречаются, общаются, работают. С Харисом они неразлучны буквально, потому что они теперь уже не просто. А Харис Якупов тоже в это время женится. Вот тоже прямо они вот все в одно время. Он женился на великолепной, тоже замечательной Рушанье Альменовой. Это младшая сестра замечательного нашего тоже татарского художника Байназара Альменова, который многие-многие годы был главным художником татарского книжного издательства. Ну и вот его одна из первых работ, которая прозвучала на всесоюзной арене, что ли, скажем так, это «Песня о родине». Неизвестно местонахождение. По описаниям, что она была очень красивая, вот на фоне какого-то золотистого такого закатного неба. Это он написал как раз о своих годах пребывания на чужбине, о последнем времени, когда уже произошла победа, уже она случилась, а он еще за границей находится, он всей душой рвется домой, на родину. И вот группа солдат он изображает, конечно, автобиографично очень эта работа, как они смотрят вдаль, мечтают о родине, что наша вот страна где-то там далеко, а это все чужие края. Это писал он, конечно, вспоминая Венгрию. Эта работа была на всесоюзной выставке, и она первая принесла ему такую известность. Они начинают очень работать вместе. И Фаттахов, и Якупов начинают много работать вместе. Вот пишут одну из первых своих работ «Провозглашение советской власти». Она сейчас находится прямо в экспозиции Национального музея Республики Татарстан. Ну и вот самая, наверное, такая главная работа раннего творчества Лутфулы Фаттахова, опять-таки совместная работа с Харисом Абдрахмановичем, подписание декрета. Ну, видимо, в силу молодости, так сказать, да, они взялись за эту работу, в смысле молодости, в чем плане? В каком плане? В том плане, что еще не знали, насколько сложно написать было эту картину, а для работы было всего несколько месяцев. Но, тем не менее, больше это были единственные такие уже состоявшиеся художники, кому вот такой совершенно ответственнейший заказ был предоставлен нашим правительством. В 1950 году должно было очень широко праздноваться 30-летие образования Татарской ССР, и к этому событию нужно было создать очень значимое, мощное полотно, которое вот как раз покажет во всей значимости, да, вот это состоявшееся событие. Они едут в Москву, в Московском Кремле, в кабинете Ленина работают. Вот именно вот в этом самом кабинете, где Ленин когда-то принимал татарскую делегацию в 1920 году. И вот, конечно, там натурщики тоже помогают им работать, составить вот эту композицию. В ней есть очень много и плюсов, и есть какие-то недочеты. Очень, так сказать, она, конечно, очень помпезная, очень пафосная. Она очень красивая в цвете, тем не менее, и очень многое тут сумели показать художники и развернуть композицию так, чтобы самые главные значимые лица страны были это Ленин, Сталин и Калинин. И эту композицию, значит, вторую часть, левую, это татарская делегация, где тоже все персонажи есть. Это обязательно старый бабай, обязательно есть женщина, которая преодолевает, так сказать, все эти... Ну, как женщины Востока, они же были взаперти, находились, а вот революция раскрыла им все двери, все границы. И теперь женщины наряду с мужчинами тоже участвуют в государственных делах. То есть обязательно присутствие женского персонажа было обязательно. И вот все вот эти атрибуты, конечно, это и карты, это и лампа, это и, конечно, обстановка вот этой комнаты, этого кабинета. Все очень прекрасно действительно написано, очень здорово сделано. За эту работу они получили Сталинскую премию. Но надо сказать, что Лутфуле Фаттахову никто не мог простить его плена. Как и многим-многим другим, тысячам, миллионам наших солдат, которые побывали в плену. Простите вы, и как пишет опять-таки Фарида с горечью, что находились такие персоны, которые говорили, ну что ж ты в плен-то попал, надо было застрелиться, да?
Ну, то есть это такое кощунство, такой цинизм, и плена ему не могли простить все равно. И вот на самых высоких кабинетах говорили о том, что ну как же бывшему пленному, который только что вот освободился, можно сказать, был в плену в немецком столько лет, как мы ему можем дать сталинскую премию? Харис Якупов, вот, это невероятный был, конечно, человек. Он сказал, что или он ее один не примет, эту премию. Он примет ее только вместе с Фаттахом. Если вот им дают обоим, то есть они оба лауреаты, тогда да. Если только Якупову, он от нее отказывается. Это был такой совершенно невероятный гражданский поступок. Ну, о человечности этого поступка тут, наверное, и комментировать нечего, да, это все понятно. И все-таки действительно пошли на это, премию сталинскую дали обоим художникам. Поэтому это был, конечно, их триумф. Вот они здесь вдвоем на фоне своей работы. Одна из таких фотографий замечательных. Молодые, красивые, радостные. И вариантов этой работы было потом написано множество. Но самый главный вариант находится вот в нашей коллекции. Самый главный, тот самый первый. Потом художники очень много повторяли эту работу, потому что она была невероятно востребована в очень многих учреждениях. Это и наш Совет Министров, это и другие музеи, это и другие учреждения. Ну и самое главное, вот выставка достижений народного хозяйства, или ВДНХ, или ВСХВ, как раньше ее называли. В Москве в 1939 году была открыта эта ВСХВ, но в 1953-1954 началось послевоенное восстановление этой всесоюзной выставки. И павильон, да, заново там ремонтируется, отстраивается, реконструируется, вот татарский павильон 1939 года. И вот видите, уже в вертикальном варианте они пишут вот эту работу. Уже немножечко другой, так сказать, этот антураж этого кабинета, но, тем не менее, композицию они примерно тоже оставляют. Так что вот эта работа, она была главной визитной карточкой в нашем татарском павильоне. Вторая замечательная работа, такая, которая буквально составила славу Лутфуле Фаттахову, это «Хлеба созрели». Но вообще, конечно, вот такая историческая тематика, как подписание декрета, это немножко чуждо было для Фаттахова. Все-таки он был человеком села, человеком земли, для него очень... Вот он чувствовал, что главная его тема – это тема вот природы, тема села и земли. И он решает вот написать вот именно такую картину. В то время, конечно, начали проводиться очень большие, значимые всесоюзные выставки. И вот к одной из выставок он эту работу готовит. Где-то в воспоминаниях или Хариса Абдрахмановича, или еще чьих-то было написано, как сложно писалась для него эта работа. Особенно тяжело ему было написать вот именно эти колосья, да, вот это колыхание ветра, да, вот это небо, взаимодействие неба и земли, вот этих колосьев, эту группу людей. То есть, самое главное, вот, и он поехал специально в Третьяковскую галерею, смотрит работу Шишкина, Рош, да, знаменитую работу, смотрит время, как художники вот это на ярком солнце писали на пленэре, особенно, конечно, Рош. И вот он все очень стремился отойти, потому что ему все казалось, что она какая-то пластмассовая у него и так далее. Но тем не менее он добивается вот этого прекрасного совершенно состояния естественности. И таким образом, конечно, фурор буквально производит эта картина. Она начинает везде репродуцироваться, ее закупает Министерство культуры СССР, эту работу. И вот такая была практика раньше. С больших всесоюзных выставок закупались самые главные значимые работы, и потом они распределялись по музеям СССР. И вот эта работа попадает в Нижний Тагил. Сегодня она находится там, в Нижнем Тагиле. Я вам показываю репродукции с журналов. Вот эти работы, да, тоже очень известные, составили тоже известность. Они уже 1955 года, «Юность» и «Болельщики». Вот в «Болельщиках» он первый раз приступает вот к своей так называемой детской теме, к жанровой теме. Да. Вообще жанровость композиции у него была всегда, ему всегда был интересен человек, взаимоотношения людей показать в работах. Но вот, к сожалению, «Болельщиков» мы даже не можем установить место, где это сейчас местонахождение. Потому что работы вообще распределялись Министерством культуры, тоже была закуплена Министерством культуры, но не везде все фиксировалось. Поэтому, к сожалению, пока вот следов этой работы нет. Ну и вот очень много в то время вообще пресса
СМИ очень много вообще отводили место. Ну, вообще, жизнь художников, выставки, кто что пишет, это было очень важно. Очень, как это, если художник приступал к какой-то работе, он действительно это анонсировался, об этом писали. Ну, сейчас мы разве можем, да, сказать, что, ну, что пишет Байбеков, например, да? Какую работу, над какой картиной работает сегодня Байбеков, к примеру, да? Ну, как-то это даже странно. Сегодня об этом, конечно, в этом вале, безумном вале информации, какую мы имеем на сегодняшний день. А вот в то время, конечно, очень большое внимание уделялось вот таким моментам, да, и вот, пожалуйста, вот Фаттахов работает на пленэре, вот на фоне его выставки, вернее, на фоне вот этой его картины «Юность», да, вот как раз зала Академии художеств, или вот он готовится тоже о чем-то, так сказать, следующая вырезка из газеты. И вот тоже болельщики тоже попали на газетный анонс. И вот тут как раз, видите, на днях в Казани в художественном салоне состоялся отбор произведений на всесоюзную, значит, художественную выставку 1955 года. И вот как раз мы видим рядом фотографию на фоне вот своих болельщиков. То есть очень интересно, когда мы видим, как художник создавал произведение. Ну и, конечно, самым таким знаковым произведением, наверное, самым мощным является работа Сабантуй. Эта картина явилась визитной карточкой на, уж извините за такое клише, так сказать, словесная визитной карточкой на всесоюзной, вернее, на декаде татарской литературы и искусства в Москве в 1957 году. Именно к этой декаде художник создает эту работу. Очень много он над ней работал в течение 3 лет. Он писал многочисленные этюды, вот, например, такие, да, это в нашем собрании находятся эти работы. Ездил, да, работу создавал, сначала он ее, значит, набирал этюдный материал в деревне Каще Арского района, это родная деревня матери Хариса Абдрахмановича. Он на протяжении 2 летних сезонов выезжал именно вот на Сабантуй, прямо делал зарисовки. А саму работу писал на творческой даче, на академической даче в Вышнем Волочке. Уже там писал вот сам вот весь холст, он создавал именно там. Но натурщиками для него были вот буквально всех он там сажал, всех, так сказать, старался. И вот посмотрите, здесь его автопортрет, вот этот кричащий мужчина, это как раз сам Лутфулла Фаттахов. То есть он себя там тоже включил в эту работу. Вообще это такой прием для художников, особенно для таких многофигурных композиций, когда художники создают. Очень часто прием, когда художник вписывает в себя свой автопортрет вот в то или иное полотно. И поэтому, конечно, да, эта работа ну, буквально ошеломила вот, всех. Вот тоже они очень много пишут. Вот видите, тут и на фоне этой выставки, значит, Москва, ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, там была эта работа на выставке. Вот он тут заканчивает работу Сабантуй, тоже об этом пишут в газете, как он собирает материал там и так далее, да. Большое внимание вообще созданию таких знаковых полотен. И вот как раз мы видим, я эту фотографию сюда, вот как раз на фоне, справа фотография, на фоне как раз фаттаховского Сабантуя вот стоит, видимо, члены делегации татарской. Вообще Дни татарской культуры тоже это было совершенно грандиознейшее событие, и вообще действительно для татарской культуры, потому что все союзы композиторов, художников, писателей, они проводили гигантскую подготовку, и в течение 2-3 лет готовились к этому все, так сказать, деятели искусства. Ну и вот, как я уже сказала, вот Фаттахов как раз в течение 3 лет создавал свое великолепное свое полотно Сабантуй. Это в нашем собрании работа. И вот как раз после этих событий, уже таких больших, грандиозных, они вместе с Якуповым, как я вот в первом слайде вам показала работу Якупова, вот снова это его же работа, деревня Анда. Вообще, эта поездка была очень знаковой для обоих художников, потому что там вот они начинают раскрываться в таком вот этом цветовом совершенно строе. Ну, надо сказать, что происходило в это время в стране. Это годы оттепели. Это абсолютное тоже раскрепощение вообще художников, это появление, хлынули тоже различные, во-первых, стали устраиваться выставки иностранных художников, да, западных художников, снова стали говорить об импрессионистах, появились альбомы, появилась вот эта литература.
То есть вот эти годы оттепели, они, конечно, проникли, вот эта атмосфера оттепели, она, конечно же, проникает и сюда, в Казань. И вот они едут в деревню Анда, и вот именно первые вот эти моменты раскрытия цвета, плюс, конечно, еще и академическая дача, на которую тоже они выезжают, и там работают, сообща уже в среде вот этих столичных художников и других художников, известных, конечно, и владимирских художников в то время. И у них раскрывается вот эта передача цвета. Если до этого еще все это какое-то приглушенное, еще боязнь, так сказать, отойти вот от этих каких-то рамок, вот этих все-таки таких непленерных, что ли, да, то здесь вот эта работа на пленэре, они просто раскрепощаются. И здесь вот эти потоки света, цвета, и вот этот солнечный тоже мы видим вот этих женщин, девушек, которых они пишут. Здесь, конечно, на примере якуповских работ мы говорим, но я думаю, что Фаттахов абсолютно точно так же, вот они вместе там работали. И, в общем-то, можно сказать, что это было одним из таких поворотных пунктов или событий к тому, чтобы фаттаховская живопись тоже начинает меняться. Вот посмотрите, 1958 год, уже вот эта «Юность беспокойная», тоже великолепная работа, находится во Владимиро-Суздальском историко-художественном музее-заповеднике. Тоже так же там тем же путям оказывается в этом музее. Великолепная работа, а у Якупова есть описание, откуда идея эта появилась. Они, значит, тоже где-то на пленэре были. Был очень такой день с тучами, с предгрозовой, и Якупов накинул какой-то плащ на себя, и Якупов писал пленэр, а Фаттахов писал его, Якупова, вот в этом развивающемся плаще. И вдруг ему пришла вот эта мысль, вот эти темные облака, тучи, движущиеся вот эти массы небесные, да, и вот этот плащ развивающийся, ему пришла мысль. Ножки, женские ножки снизу, да, головка там с косынкой, и все. И великолепная идея вот этого прощания, когда молодые влюбленные, да, вот настоя на пристани, они прощаются вот в этот такой сумрачный ветреный день. Но потрясающая идея, которая как раз передавала тоже вот эти настроения времени. Это тоже абсолютная передача вот этого состояния, вот этой тоже движущейся, подвижной вот этой эпохи, когда все меняется. Вот это там, ведь 20-й съезд партии, я помню по рассказам моего отца, это произвел, где культ личности, да, развенчали, произвел колоссальное впечатление, не просто впечатление, а состояние растерянности, ужаса, невероятного, что как это вообще быть так, ну, примерно так, вот, кто пережил, когда мы Союз потеряли, кто вот, мы уже будучи взрослыми, кто тут молодые, наверное, кто-то родился только в это время или еще не родились. Это примерно вот такое же состояние какой-то катастрофы и непонятно, что дальше будет, да, со стороны. И вот это вот состояние вот этого изменения вообще в обществе, они вот здесь очень великолепно переданы вот в этой работе. Еще одна работа, шикарная работа, это прям вот моя фотография, я ее сделала тоже в прошлом году, была во Владимире. В экспозиции висит работа Фаттахова. Настолько приятно, что вот наш великолепный, наш татарский художник в их постоянной экспозиции, их музее во Владимире. «Жаворонки» — это тоже одна из самых-самых его известных работ. «Свежие срубы» тоже. Это вообще вот эти годы с 55-го, самый потрясающий расцвет творчества Фаттахова, просто невероятный. Это тоже по репродукции я вам показываю, тоже одна из значимых работ, тоже местонахождение мы не знаем. Утро секретаря райкома. Ну и вот война. Единственный раз, когда он обращается к теме войны, это вот его просит, обращается к нему автор Наби Даули, проиллюстрировать его книгу «Между жизнью и смертью». Это абсолютно Наби Даули прошел точно такую же страшную вот это горнило войны, точно так же побывал в плене, точно так же все это пережил. И, видимо, вот это сопереживание, которое прочувствовали, да, им просто не надо было ничего рассказывать друг другу, да. Все было понятно без слов. И берется Фаттахов за иллюстрирование этой книги. Это было единственное обращение его к теме войны. Это был 1959 год. А эта книга вообще прогремела на весь Советский Союз. Она была очень известна, она издавалась многократно, но вот одна из книг была издана нашим татарским книжным издательством. Как раз вот мы здесь видим
Значит, это вот его, там написано вот заставки, титул и заставки Фаттахова. Эта книга была издана в 1962 году. Ну и вот пленэр, вот наши татарские художники, тоже замечательная фотография, прямо тех самых лет, начала, середины 50-х годов. Вот как раз Харис Якупов, он тогда становится председателем Союза художников. Фаттахов, надо сказать, тоже огромную общественную работу ведет, там и депутат, и так далее, и так далее. И вот семья уже, Лутфулла, 3 детей у него рождаются. Сначала Фарида, самая старшая, Рашид и Шамиль. И, в общем, замечательная семья, которая, конечно, дала ему огромный материал для великолепных его работ. И помощничек, и весенние художники, и вот эти, так сказать, вот пока мама не видит, пока мамочка на лекции, и все это вот с таким и добрым юмором, и с какой-то, вот такой вот он себя вот, в общем-то, здесь, да, с коляской изображает, да, как он совершенно был невероятным, как рассказывают, невероятным был мужем и отцом, обожал детей, был очень нежен, вообще он был очень добрый человек, он такой был высокий, красивый, худощавый, и невероятно любил своих детей, был семьянином просто потрясающим. И, конечно, вот эта детская тема, она была вся, питалась, конечно, от его собственных детей, от вот этих всяких различных сценок, которые они ему устраивали. Но особенно, вот, конечно, очаровательный вот этот помощничек, который, пока папа отвернулся от Мольберта, он взял кисть и уже там, так сказать, автор своего папы. Так что, в общем, такая очень... Всегда его работы вызывают неизменную улыбку. Тема революции и гражданской войны. 63-64 это вообще он тоже для «Большой Волги» написал работу Муланур Вахитов, которая проходила в Куйбышеве, теперь это Самара. Тоже это была первая, значит, выставка «Большая Волга», зональная выставка. Конечно, художники тоже готовились невероятно ответственно. И вот такую работу, ну, значимую, решил написать, конечно, Лутфулла Фаттахова, историческую. Ну, а вот справа работы в первые годы советской власти, ну, я считаю, это просто, конечно, шедевр абсолютно. Когда ее видишь живьем, ну, это просто что-то. Вот этот красный цвет, вот этот контур-ажур, через который льется цвет, просвечивает вот это красное знамя, рефлексирует на лица мальчика и вот его там, вот этого старшего, так сказать, то ли дяди, то ли отца. Невероятная по цвету, невероятно, она великолепно, конечно, сделана. И опять вот этот мотив сельской деревни, да, именно советская власть в деревне. Мы видим мечеть на заднем плане, да, вот эти справа, слева постройки бедные такие, да, деревенские домишка. И вот это великолепное знамя на арабице, да, когда, конечно, тоже это было понятно в то время, потому что понятно, что русский язык в татарских деревнях он был неизвестен. Поэтому работа, конечно, шедевральная абсолютно. И вот что хотела сказать в заключение, да, к сожалению, вот его, наверное, вот этот расцвет творчества, он пришелся где-то вот примерно на 15 лет. Вот с 53 по 60. Вот я думаю, что вот это первые годы советской власти, это, наверное, одна из последних великих его работ, потому что дальше вот были работы, и их, кстати, стало уже не так много. Такое ощущение, что человек, что художник, во-первых, он там стал болеть, у него на одной из творческих дач, вот вышли, на одной из поездок, вернее, на академическую дачу, он очень сильно простудился, страшно простудился, у него открылся радикулит, хондроз и так далее. Дикие боли его стали сопровождать, он иногда на несколько месяцев просто был выключен от работы, не мог работать. И, в общем, произошел какой-то некий слом. У меня такое ощущение, даже судя по вот этим работам, которые пошли дальше. Во-первых, думы были написаны к столетию Ленина, к столетнему юбилею Ленина. Ну, вот это тоже работы Ленина. Неплохие работы, конечно, они мастерски написаны, они, конечно же, да, они очень профессиональные, они замечательные. Но что-то вот ушло из этих работ. Вот ощущение, вот еще один я вам показываю кадр. Что-то ушло, какой-то надлом произошел. И вот эти последние работы, к сожалению, они уже нам не показывают вот того великого, потрясающего мастера живописи, каким он был.
И это чувствовали все, это чувствовало и окружение. И уж извините, я еще у вас буквально 2 минуты займу, я заканчиваю, да? Я хочу просто, вот как Харис Якупов написал великолепное эссе «Слово о друге». И вот он как раз вот с горечью об этом здесь тоже пишет. Можно, да, буквально 2 минуты. Любопытно было наблюдать, как Лутфулла работал. Сначала он почти ко всем своим картинам делал цветные эскизы. Потом обязательно картон в натуральном размере. Кропотливо собирал подготовительный материал, этюды к основным персонажам. Для фона писал очень точные пейзажи. Делал небольшие рисунки для фигур, лиц, рук, фиксировал движения, ракурсы, характеры. У него все бывало заранее продумано. Потом ему легко работалось. В общем, соблюдал традиционную систему работы над картиной. И в последние годы он нарушил свой принцип создания произведений. Порой не хватало терпения на длительную работу, и он допускал поспешность. Возможно, сказывалась и усталость, однако Лутфулла своими работами всегда был доволен. Хорошие вещи я написал, гордился он. К сожалению, некоторое ослабление требовательности к себе приводило художника к нежелательным результатам. Слишком торопливая работа над полотном играла злую шутку, ведь сам он говорил частенько, что картина не этюд, который можно писать быстро. При другом отношении ряд его программных работ мог бы получиться на более высоком уровне. Иногда Лутфулла работал без особого напряжения, даже слишком весело, со смаком покуривая сигарету, торжественно посвистывая. Такой настрой без большого азарта и истинного вдохновения, без тревог и сомнений, мне не нравился. Серьезное произведение всегда рождается в муках, волнениях и надеждах. И когда такое состояние бывало у Лутфуллы в период работы, он буквально горел. Так что вот даже, конечно, не мог не ощутить, и прежде всего, конечно, он с горечью об этом писал. И вот даже он вспоминает тут вот последнюю самую встречу, это 81 год, когда, к сожалению, да, уходит из жизни в возрасте 63 лет, абсолютно молод еще, да, еще много-много, казалось бы, лет впереди. И вот он его в 81 году приглашает, весна, приглашает на творческую дачу, на академическую дачу поехать. Соблазнял друга писать солнце, апрельские ручейки, подснежники, первую зелень. А он говорит, что-то ноги болят, а там и сырость. Искал он причину отказа. И естественно, что тогда я не мог знать, что это была наша последняя встреча. Так что вот, я не знаю, ушел он из жизни неожиданно. Никто, конечно, да, во-первых, еще молод по возрасту. Но, видимо, успел сказать все в этой жизни и своим искусством, и своим творчеством. И, к сожалению, физическая жизнь его закончилась. Но это художник ярчайший, который оставил нам, ну, свои просто непревзойденные полотна.